Каша не пригорает. Чайник закипает быстро. Термостойкая экологичная посуда Хелпина. В помощь каждой хозяйке. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваше любимое кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях главный редактор журнала «Татарстан» Артем Тюрин. Приветствую! Я смотрю, вы пришли с необычайно красивой корзиночкой. Ну да, вот Новый год прошел, к сожалению, но... Мандарины остались? Мандарины это всегда, да, как бы символ зимы, морозов. Запах их нас сопровождает все эти холодные дни. Они прекрасные вообще и вкусные. Мы съедим обязательно потом, ладно? Спасибо. Артем Тюрин. Главный редактор республиканского общественно-политического журнала «Татарстан». Родился в Казани в 1970 году. Окончил журфак Московского государственного университета имени Ломоносова. Журналистики с 1994 года. Работал в газетах «Аргументы и факты», «Казанское время». В 2003 году открыл Казанский пресс-клуб. Издавал газеты «Русский курьер» в Татарстане, деловую газету «Ведомости Волга-Урал». 4,5 года руководил журналом «Деловой квартал. Казань». С октября 2012 года директор, главный редактор республиканского общественно-политического журнала «Татарстан». Автор и ведущий программы «Напрямую» на телеканале «Россия-24». Ну тут красивый такой натюрморт у нас. Да, натюрморт, кстати, составлен из тех ингредиентов, из которых вы будете готовить свое блюдо, которое называется... Горшочки. От оригинально. бабушки. Горшочки от бабушки? Да, они оригинальны прежде всего тем поваром, кто их придумал. Это бабушка. Дело в том, что ей 94 года, и она совершенно замечательно до сих пор кормит нас, услаждает своими кулинарными шедеврами, и пирогами, и горшочками, и разнообразными другими блюдами, и холодцом. Бабушку зовут баба Соня. Она совершенно прекрасный человек, я очень ее люблю, и это вот на самом деле сегодняшнее блюдо в ее честь я хочу приготовить. Кстати, можете бабе Соне сразу передать привет и сказать, мы готовим для вас, ну и заодно для нас, конечно. Мы готовим для тебя сегодня, бабуль. Спасибо. В татарских деревнях издавна готовили в печи. Блюда, приготовленные в горшочках, получаются невероятно вкусными, как в печке. А кроме того, еще и полезными за счет особого температурного режима и малой потери витаминов и микроэлементов. Сегодня мы будем готовить жаркое из индейки и овощей в стеклянных горшочках, что не только вкусно и полезно, но и очень красиво. Начинаем мы с того, что нарежем индейку. Да, кстати, я хотел сказать, что вообще, в принципе, лапсонь готовят из телятины. Вот. Но индейка более такой, что ли, диетический продукт, и поэтому вот не менее вкусный. Ну и готовится быстрее. Да, и готовится быстрее, поэтому сегодня вот я выбрал именно ее. Приступим. Да, а ты можешь нарезать лук пока. Так, берем лук, да? Да. Лук мы режем мелко. Лук режем мелко, да. Ну, собственно, и индейку тоже. Артем, скажите, пожалуйста, вообще вот на кухне-то удается вообще время проводить? Да, удается. Я очень люблю готовить. И очень люблю готовить для своих детей, для своих родных и близких. Ну, к сожалению, не часто удается это делать, поэтому так получаются какие-то праздничные блюда. Я, на самом деле, вот считаю своим фирменным блюдом это солянку, но она готовится сложно и долго достаточно, поэтому я сегодня решил сделать что попроще. Вот, но солянка это козырь, на самом деле, это конек абсолютно. Ну вот рецепт вашей солянки в чем заключается? Также обилие разнообразного мяса, колбас? Конечно. Или есть какой-то секрет такой? Как в том анекдоте: евреи, не жалейте заварки. То же самое совершенно, господа, не жалейте мяса. Больше, разнообразнее, вкуснее, наваристее и так далее, и так далее. Ну а вот из татарской кухни, как, кстати, вы? Очень люблю. Ну, вообще, у меня бабушка татарка. И, кстати, она родом из довольно знатного рода. Ее предки, получается, мои предки были мурзами татарскими в Башкирии. И после революции они переселились в Казань. И вот, собственно,
Бабушка моя, Софья Саберзяна Беглова, она единственный потомок, который сохранил фамилию этого рода. Так, Артем, мы режем на вот такие вот примерно кусочки наше мясо, на квадратики, Да, кубики. на кубики. Отлично. Так. И да, чтобы их достаточное количество ровное поместилось, чтобы в каждый горшочек. Чем больше мяса, тем лучше на самом деле. Ну, это в любом блюде, кстати, Артем. Абсолютно Так. так. Принципы солянки сохраняем везде. А из детства какие блюда остались в памяти? Очень мама любила кормить нас со старшим братом молочной лапшой. Это блюдо почему-то терпеть сейчас не могут современные дети, но вот я очень люблю, на самом деле, молочную лапшу. Кстати, я тоже вырос на молочной лапше, но мне еще добавляли туда и лук. В этот же суп. Над тобой издевались. Сладкое вообще блюдо. Посмотрите, какой результат. Это здоровый татарский большой мужчина. Мы, кстати, готовили в этом году здесь у нас в студии молочный суп О, с луком. Это такой татарский вариант. насчет лукового супа, это же французское блюдо вообще, луковый суп. Я всегда говорю, что французский луковый суп – это одна луковица на ведро воды. Вот, больше ничего. Так, ну а мы готовим татарское блюдо, где преимущество у нас отдано мясу. Мясу, Да. конечно, диетическому, вкуснейшему мясу. Лук у нас идет как добавка. Это здорово, что у нас в магазинах в последнее время огромное количество прекрасных индеек. Я постоянно готовлю. Я считаю, что это отличная альтернатива всем другим мясам. Но говорят, что индейка, она все-таки суховата, нет? Это и зависит исключительно от искусства повара. Потому что можно кучу всяких соусов, ингредиентов дополнительных добавить, а мясо прекрасное, очень вкусное. Так, мясо готово, лук мы порезали. Нам нужна сковородка. Сковородочка. Итак, берем вот такую новую сковородочку с антипригарным покрытием. Белого Чтобы, цвета, да, прекрасно. белого цвета, но это под цвет лука. Так, масло, кстати, какое? Сливочное масло. Сливочное масло. Да. Достаточно? Да, прекрасно. Прекрасно. Так, сейчас мы его растопим. Артем, скажите, пожалуйста, вот с детства мечтали стать журналистом? Нет, с детства я мечтал стать океанологом сначала, потом... Ого, океанологом. Почему океанологом? Потому что я в детстве увлекался очень разными книгами Жюль Верна, путешествиями Жака Ива Кусто и прочее. Это был вообще орел романтики, такой в 70-х годах. Но потом я размечтался. Вы поняли, что в России океана нет, и выхода к нему Да, тоже? далековато, на самом деле, ехать. Поэтому вот я взял и поступил после школы в медицинское училище. Вот. И из нашего курса я единственный, на самом деле... Вообще я по образованию медсестра общего профиля. У меня это написано в дипломе. Дорогие друзья, первый раз у нас на студии медсестра, журналист. А очень просто. Из 200 человек нашего потока выпуска было всего 15 ребят. У всех было написано медбрат общего профиля. У меня почему-то медсестра. Опечатка или Нет, рок судьбы? Нет, никакой судьбы. Вот. Но, тем не менее, я сразу поступил в мединститут на вечерний, но не доучился. Проучившись 4 года, и волею судеб оказался вот в газете «Аргументы и факты», куда меня позвали мои друзья. Они позвали меня сначала писать рекламу мягкую для одной аптечной сети. Сказали, ну кто как не ты, потому что они просят им описывать их лекарства удивительные. Вот, а никто мы не знаем. А тут еще ваше медицинское прошлое, опять-таки. Медицинское образование, да, ну и вроде как что-то писать я могу. Ну вот стал писать, потом втянулся, сказал, а что, скучно мне одну рекламу писать, давайте мне еще что-нибудь. Статьи? Да. Вот так и получилось, что я с 94-го года уже в журналистике. То есть 10 лет в этом году исполнилось? 20. Давайте мы Лучок кладем сначала забрасываем. лучок, да. Так. Отлично. Ну, какие, скажите, пожалуйста, вот журналы или газеты, которые вот за 20 лет остались в вашем сердце? Ой, в моем Сейчас в вашем сердце Татарстан, а вот до этого? Абсолютно все, где я работал долгое время, но и больше всего ценю, на самом деле, опыт работы в газете «Казанское время». Была такая прекрасная газета в конце 90-х годов. Вот, я там работал с момента ее, собственно, возникновения, основания почти до самого ее закрытия. Ну, от корреспондента прошел путь до выпускающего редактора. Это совершенно замечательное было издание, еженедельное, потом ежедневное. Там работали многие известные сейчас журналисты. Вот. Ну, потом занялся я своим бизнесом издательским. Газета «Русский курьер» в Татарстане была такая интересная.
год целый мы ее здесь издавали, но опять-таки, поскольку эта газета была такая достаточно, ну скажем так, умная, ее выпускал коллектив известенцев бывших во главе со знаменитым Игорем Голембиовским. Вот. Ну, они не продержались, потому что не имели коммерческого успеха. Вот. Ну, тем не менее, потом мы с ребятами открыли молодежное издание, довольно известное в свое время была газета «Яйца ТРА» молодежная, которая распространялась по вузам, по всей республике. И с 2000-го тиража мы до 25 тысяч по всей республике выросли, 4 года ее издавали. Потом была газета «Ведомости», та самая деловая газета «Ведомости», которая совместно с Wall Street Journal, Financial Times, самая, в общем, главная наша деловая газета российская. Здесь ее издавали 2 года, потом пригласили меня здесь открыть журнал «Деловой квартал». Это деловой журнал Екатеринбургского издательского дома «Абак Пресс». И вот 4,5 года я там проработал до того момента, как меня пригласили работать в журнал «Татарстан». Так, ну и мы добавляем оставшееся мясо. Пусть оно у нас обжаривается немножечко. Оно будет сочнее потом в горшочках. Столь суховато, чем славится индейка. Так, и остаются у нас еще овощи. Да. Картошка и морковь. Так, картофель опять-таки доверяю вам. Морковку мы через крупную терочку, да? Да, морковку натираем на крупной терке. Так. Артем, вот уже больше года прошло, как вы являетесь главным редактором журнала «Татарстан». И читая ваше интервью в декабре 2012 года, в самом начале, да, в самом начале вашей работы, вы сказали, что вы хотите вот немножко как бы изменить круг читателей журнала. То есть перейти не только вот от депутатов, от наших политиков к среднему классу. Получилось вот сделать это за год? Я считаю, что получилось. Дело в том, что «Татарстан» — это совершенно замечательный и уникальный в своем роде журнал. Во-первых, он общественно-политический. Это единственное общественно-политическое издание в нашей республике. Других нет. То есть другие есть, но они федеральные. И здесь издаются там либо сменные полосы, либо просто там без местной информации абсолютно. Журнал «Татарстан» — это целиком и полностью местное федеральное издание, которое пишет только о том, что происходит у нас в республике. Вот. Ну и, естественно, об этом интересно читать не только узкому кругу лиц, да, но и достаточно широкую массу. Мы поэтому и увеличили немножко тираж, мы увеличили дистрибуцию, мы увеличили, расширили нашу целевую аудиторию. И, в общем, ну, на самом деле, мне кажется, мы добились определенных успехов. Артем, хотелось бы услышать ваше мнение. Вот с развитием интернета, да, все больше читателей, мне кажется, узнают новости и всю информацию только с интернета, в том числе с вашего сайта журнала. Вот удается удержать на плаву сам журнал, печатное издание? Ну, конечно, удается. Очень мой любимый вопрос и мой любимый ответ. Когда появилось кино, говорили, что умрет театр. Когда появилось телевидение, говорили, что умрет кино. Когда появился интернет, естественно, говорят, что умрут печатные издания. Да ничего, не умрут они вовсе, ничего с ними не будет абсолютно. Конечно, уйдут. Конечно, информация основная, новостная, люди будут получать ее из интернета. Останутся лучшие, останутся те, кому интересно читать именно на бумаге, потому что способ чтения с экрана монитора там, или с планшета, с телефона, он сильно отличается от того, что можно... Я не говорю про этот волшебный романтический запах типографской краски. Но это самое главное, вот запах книги, журнала, газеты. Для кого-то это главное, а для кого-то главное получение информации именно вот со страниц бумажных. Потому что если, например, там вкусовые какие-то ощущения в пище, да, в разных блюдах, то есть и то же самое вкусовые ощущения в восприятии информации. Хермат Эдуслар, мы продолжаем готовить горшочки от бабы Сони. Вот такой эксклюзивный сегодня у нас рецепт. И помогает мне в этом Артем Тюрин, главный редактор журнала «Татарстан». Артем. Да, пора приступить к главному, собственно, самому ответственному действию. Ну, а я немножко расскажу, что у нас получилось. Да, здесь мы кубиками порезали картофель, через крупную терку приготовили морковь, 4 ломтика чеснока приготовил Артем и обжарили индейку на сливочном масле вместе с луком. Точно. И самое красивое и интересное начнется сейчас. О, да. Артем, предлагаю начать скорее собирать наши горшочки. Так, где же они? Вот они. Прозрачные, красивые, термостойкие.
Вообще у меня бабушка готовит, конечно, в глиняных, но я думаю, что эти окажутся не хуже и даже, может быть, Ну, как-то... это ноу-хау 21 века. Такие прозрачные горшочки. термостойкие. Термостойкие, да. И самое главное, здесь очень хорошо видно вот все слои наших горшочков. Я предлагаю начать. Итак, первый слой у нас будет... Индейка с луком. Так, отлично. Сейчас мы ее перемешаем. И первый слой индейка, затем... Затем картошка, затем морковь, затем чеснок, веточка зелени и кусочек масла. Так, приступим. Не забыть про соль и перец. Кстати, да, надо будет еще и поперчить и посолить. Конечно. Так, сейчас первый горшочек попробую я вот заложить, фундамент его. Артем, скажите, пожалуйста, вот в 2014 году какие-то новые интересные рубрики будут в журнале «Татарстан»? Или вот сейчас уже есть? Да, конечно, будут. Я пока не готов, на самом деле, их озвучить, потому что, это секрет. Это вот такая рубрика выйдет, например, вот в ближайшем уже. Январский номер у нас вышел, в февральском номере, да. Но я бы хотел два слова сказать про нашу самую главную интересную рубрику, вообще ноу-хау журнала «Татарстан». Это рубрика «Двойной портрет». Это как бы объективный взгляд двух разных журналистов. Один пишет нелицеприятный портрет какого-нибудь известного человека, героя, значит, а второй пишет лицеприятный портрет. Это что-то наподобие, когда два человека про машину. Один описывает ее плюсы, Да. второй минусы, Да. а третий хозяин. Это добрый и злой полицейский. Ну вот, Это самая резонансная рубрика, на самом деле, потому что многие, мы писали вообще о людях известных, в том числе там, о крупных государственных деятелях. Есть такие, которые очень сильно на нас обиделись после этого. Артем, а какая самая неоднозначная персона, самая обсуждаемая была вот в 2013 году? Их было несколько, на самом деле. Первым на нас обиделся зачем-то Ильсур Раисович. Вот когда мы сделали его двойной портрет в июле, аккурат под универсиаду, мне потом звонил пресс-секретарь, и, в общем, высказал свое фэ по этому поводу. Зря, на самом деле, мне кажется, там достаточно все мягко и объективно. Мне кажется, это все нервы перед универсиадой. Наверное, да. И неоднозначную реакцию вызвал портрет двойной главного режиссера Качаловского театра Александра Славутского, который, он вообще человек обидчивый достаточно. Но это артисты, это же эмоции, вы же знаете. Тем не менее, мы написали абсолютную правду. Мы вообще всегда только правду пишем. Я смотрю в ваши добрые глаза и надеюсь, никогда не буду вот той самой персоной, а буду скромным татарским поваром, о котором никогда не напишут в журнале «Татарстан», по крайней мере, в этой замечательной рубрике. Хорошо. Так, надо посолить. Так, Мы вот так это делаем, да? да, посолить, и можно, в принципе, поперчить, я думаю. Да. Так, перчик. А есть ли у вас карри? У нас есть все. Мы же в Татарстане. Так, вот он, замечательный аромат. Но с карри вы давайте тут переборщить опасно, я доверяю вам. Мы аккуратненько, очень аккуратненько. Так. Это просто для вкуса. Уделяется ли у вас внимание спортивной жизни нашей республики? А как же. Отдельная рубрика есть «Спорт». Мы пишем там замечательные разгромные материалы. Потому что не разгромные писать неинтересно, как вы понимаете. Не обижаются ли спортсмены? Или тренеры наши известные? Да а зачем на правду обижаться? Я же еще раз говорю, мы пишем правду. Вот номер один у нас Можно получился. класть чесночинку и веточку зелени, и кусочек Так, масла. чеснок мы не режем, а прям вот такой вот долечкой в серединку, да, как да, в плов. аромат, Да, чтобы он дал аромат. И немножечко добавим петрушки или всего вместе. Можно веточку укропа, веточку петрушки небольшую. Так. Зелени мало не бывает, как известно. Много. Так, много. Артем, расскажите, пожалуйста, о работе на телевидении. Вы так же, как и я, минимум один раз в неделю смотрите в камеру, радуете телезрителей. Да, я веду программу, авторскую программу напрямую на телеканале. Она выходит в прямом эфире по четвергам. И приглашаю гостей, разных интересных людей. Мы беседуем о том, о сём. Нам звонят телезрители. Вообще, это очень увлекательно, на самом деле, работать на телевидении. Несмотря на то, что я всю жизнь издаю печатные разные газеты и журналы. Но один раз, появившись в прямом эфире, как это случилось со мной лет, наверное, 7 назад, я вел обзор прессы в прямом эфире и программе одного из местных телеканалов. Все, это на самом деле болезнь. Прямой эфир, потому что ты чувствуешь, вот правда, серьезно, оттуда идет энергия. Представляете, как интересно и приятно работать на телевидении в кулинарной программе? Так это безумно, я завидую. Артем,
У нас финальный горшочек. Да. Положили мы туда кусочек чеснока, Веточку. добавляем немножечко зелени и... Это такая кода, это маленький кусочек масла. масло. Да, и можно еще разбавить водой, потому что не бульоном, потому что у нас там достаточно вот уже жира, в принципе, вполне. Сколько? Сантиметра 2 хватит воды? Вполне, чтобы покрыть мясо. Так. Ну и подытоживая нашу беседу, Артем, все-таки скажите, где работать сложнее? На телевидении или вот все-таки журналистом в печатном издании? Где работать сложнее, не знаю, потому что это немножко разные вещи. Это все равно, что, я не знаю, сравнить спорт, ну, я не знаю, командный футбол и хоккей. Что лучше, что интереснее, где сложнее играть. Здесь то же самое. Главное работать, главное честно отдаваться своему любимому делу. Дело было любимым. Ну, это сравнимо с тем, что самое главное не с кем готовить или что готовить, а готовить с душой и хорошим настроением, как мы сегодня с Артемом это и делаем. Горшочки у нас готовы. Мы их закрываем крышечками. Они красиво в прозрачных вообще вот этих горшках. Вот видите, здесь, в принципе, и когда вы готовите, вы можете в любой момент открыть плиту, посмотреть, как поживает ваше блюдо. Какой-то натюрморт получился опять. Ну, опять-таки, вот своей любимой бабушке подарите на 8 марта, я думаю, вот такую замечательную термостойкую посуду. И последний штрих. Помещаем наши горшочки на платформу. Артем, так. И в духовочку, да? Да, в духовочку на 20 минут мы их отправим. Прошу вас, как автор блюда, я открываю печку, 20 минут, и наши горшочки будут готовы. Грудки индейки нарезали на небольшие кусочки и обжарили вместе с репчатым луком на сливочном масле. Картофель нарезали средними кубиками, морковь натерли на терке. Подготовленные продукты сложили в стеклянные горшочки в следующем порядке. Вначале обжаренное мясо, затем картофель и морковь. Добавили немного порошка карри, посолили, положили по одной дольке чеснока и веточки зелени. Сверху в каждый горшочек добавили небольшой кусочек сливочного масла, налили немного воды, накрыли крышкой и поставили в духовку на 30-40 минут. Если вы не успели записать рецепт, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пробуйте готовить вместе с нами, рассказывайте, что у вас получилось, и делитесь своими кулинарными секретами. Еще не успел выйти в свет новый выпуск журнала «Татарстан». Как наше блюдо «Абишульмяге» готово. Горшочек от бабушки. Горшочки от бабушки. Открываем нашу... Прелесть какая. Ой, как все. По сути, как это выглядит. Ой, прекрасно. Ой-ой-ой-ой. Ах, горячо, вкусно, полезно. Вкусно. Но Я надеюсь. действительно в прозрачной посуде получается все красиво. Очень красиво. И вид на процесс приготовления. Ну и чтобы, Артем, у вас дома тоже была термостойкая посуда, для начала, для вашей первой коллекции, я подарю вам от Васильевского стекольного завода красивый современный чайник, Спасибо. который вы спокойно можете мыть в посудомоечной машине. Продукция марки Хелпина, надежный помощник на вашей кухне. Это знаменитые васильевские чайники. Спасибо. Артем, какой из 4 горшочков больше вам нравится? Я думаю, что они все прекрасны. Давайте начнем с того, который поближе. Фраза «давайте начнем» означает, что вы хотите попробовать все 4? Так, окей. Горшочек номер слева вам, номер справа мне. Перемешаем? Да. Жаркое перемешивается. Так. Но бабушка как у вас подает обычно? То есть из горшочка Только прям? в горшочке. Только в горшочке. Так. Аромат чесночка. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ну как? Я сейчас очень долго расправлялся с мясом, но не потому, что оно жесткое, а потому что очень вкусно и хотелось прочувствовать вот этот аромат. И, кстати, чесночок оставил свой след. Блюдо получилось таким ароматненьким, одновременно сочненьким. Как у бабушки или все-таки получилось как не у бабушки? Нет, как у бабушки никогда ни у кого не получится. Вот она, настоящая правда, друзья. Но мне блюдо понравилось. Не, очаровательно. Да, в принципе,
Уважаемые друзья, попробуйте приготовить его сами в домашних условиях. Блюдо готовится очень быстро, и результат очень вкусный. Артем, спасибо большое вам за подарок. Спасибо, что пригласили. Да, в качестве такого блюда и от нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды я вручаю вам вот такое замечательное изделие. Сковорода. Наша сковорода татарстанская с замечательным антипригарным покрытием. Прочная, долговечная, качественная. Я думаю, много лет будет радовать всю вашу семью на вашей кухне. Спасибо. Ура! Дорогие телезрители, это замечательное блюдо «Эбининг Шульмеге» для вас готовили я, Руслан Шарафудинов, и главный редактор журнала «Татарстан» Артем Тюрин. До новых встреч! Слава Дуслар! Спасибо. Пока-пока! Доедаем. Блюда, приготовленные в посуде из термостойкого стекла, прекрасно сохраняют вкусовые качества и аромат продукта. Экологичная посуда Хелпина. Помощь каждой хозяйке. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда.